Был сагыр шаврам. Выходите унын юрлас пулзан кошт шеш. Сегедин пая. Он череген шурриде булашук. Анчах и унын вишине пельместеп. Хирдень был анла. Был халь бурнаган миллионлы халыхран данлырах. Удра она перремеш хут юрланы идем шишмар. Мен бур истории хальчин юрлана педем шим. Кашные, кашные туеме, шак тенчере курны. Тахшан тагамжон ялдыраны шолдар, тада кайран, юлашки гуд тагамжон, херевня шучам. Шага юрара пер педемле пергалах, пурризем, тахшан пур пулнизем, пулассизем, тюбе дещер. Мен евер вилем зерлех, мен евер бессерлех, мен евер андалах. Шаплавал печек юра, агна хулин печенье с юрлама вышладан. Ним жупламаза, хущав самантра, он печек вогочень ошне керюжень, кередень он меньбур вессерлехня. И третье стихотворение я нашла стихи, посвященные сыну Алексею, когда ему было 5 лет. А его написал в 1976 году в Карелии. Шурална гумсави, Алёши Волома. Паян тенче парни из пиллек тулдарни. Санран инжи ачу, ак телеграф тажук. Эпин шак саваран, сан миндерне шиди, озан дарман ятран, шур келчечек шуди. Санба халибезине сонас чешак сатра, ажу ачалахне упрана шержевра, тахшам карелире и пул на пиликре. Из каяк юррибек, пер чевель-чевельбе ялан осра, чи пулса янра, чи шебешиес, чи сарри, кова кушли, чи азым барринжи, чи ошасым ахли, чи чуным юратны, чи чунам ыратны. Шакна ачаша спа мынжин бекынланны, кушран бақса чунба тюрех туяганны. Чи сассар кедеген, чи ошын сенеген, шав чи кашниен бур, пулах чи пиллехли, шакна осна исхур, исмана пиллекри. Паша, возьми, пожалуйста. Дальше мы будем читать русские стихи Геннадия Айги. Мне кажется, ты пришла все-таки. Бегом туда. Это студенты моей Чувашского государственного института культуры и искусства. Дальше Надя Поличихина. Приглашаю вас. От близкого снега цветы на подоконнике странны. Ты улыбнись мне хотя бы за то, что не говорю я слова, которые никогда не пойму. Все, что тебе я могу говорить, стул, снег, ресницы, лампа и руки мои простые
и далекий, и оконные рамы, будто вырезаны из белой бумаги. А там, за ними, около фонарей, кружится снег самого нашего детства. И будет кружиться, пока на земле тебя вспоминают и с тобой говорят. И эти белые хлопья когда-то увидел я наяву и закрыл глаза, и не могу их открыть. И кружатся белые искры, и остановить их я не могу. Спасибо. Далее приглашаю на сцену Потапова Григория с чувашской ноги. Annene, Eze hire şantu, epkile tavrıtsasın, uçsa kualıga, tuksa kayfakçana, kullen hiyalışne, sakşine hvarsam, takşanak manvalli, şihagan çılgana. Şırılmi kalıpne, tayandar kidese, Карандаш табыкне, курес кандакшине, Ептонлан кама, Кесьери коммерцем, Матель деле саркса, Куралза петнине. Самахпа ескалле, Юткеле имени мама, Ютке в манажать, Епкивде пулначу, Озаца я начу, Як ламаши щимна. Еп киле табансасын, эзе хиреш антух. Антух. Далее на сцену приглашается Анастасия Бешенова. Чаще в лесу, облюбована нами суть тайников, берегущих людей. И жизнь уходила в себя, как дорога в леса, и стало казаться ее иероглифом мне слово «здесь». И оно означает и землю, и небо, и то, что в тени, и то, что мы видим воочию, и то, чем делиться в стихах не могу. И разгадка бессмертия не выше разгадки куста, освещенного зимнюю ночью, белых веток над снегом, черных теней на снегу. Здесь все отвечает друг другу языком первозданно высоким, как отвечает всегда, высоко, не обязана, жизни сверхчисловая свободная часть, смежной, неуничтожаемой части, смежной и неуничтожаемой части здесь. На концах ветром сломанных веток притихшего сада не ищем мы сгустков уродливых сока на скорбные фигуры похожих, обнимающих распятого вечер несчастья. И не ищем мы слова и знака, которые были бы выше другого. Здесь мы живем. И прекрасны мы здесь, и здесь, умолкая, сгущаем мы явь. Но если прощание с нею сурово, то и в этом участвует жизнь. Как от себя же самой нам неслышная весть, и от нас, отодвинувшись, словно в воде отражение куста, останется рядом она, чтобы занять после нас, нам отслужившие наши места, чтобы пространство людей заменялись только пространствами жизни во все времена. Спасибо. Теперь всегда снега.
как снег, Господь, что есть что есть снега, когда душа, что есть снега, душа и свет, а все вот лишь о том, что те, как смерть, что есть, что как они и есть, признать, что есть, и вот, средь света тьма и есть, когда опять снега, о Бог, опять снега, как может быть, что есть, а на проверку нет, как трупы есть и нет. О, есть муляж страна, вопроса нет, что есть, когда народ — глагол, который значит нет, а что такое есть? Причем тут это есть и лик такой муляж, что будто только есть страна, что тьма и лик, эпоха труд такой, а есть одно, что есть. Когда их сразу нет, о Бог, опять снега, их нет, как есть одно, лишь мертвизна страна, есть так, что есть и нет, и только этим есть. Но есть, что только есть. Есть вихрь, как чудом вмиг, нет мертвости страны, о Бог, опять снега. Душа, снега и свет, о Бог, опять снега. А будь что есть, их нет. Снега, мой друг, снега. Душа и свет и снег, о Бог, опять снега. И есть что снег, что есть. Ну, мы знаем, что Геннадий Николаевич как бы ни одного лозунга так и не бросил. Как бы нам он кажется очень, ну, чуть ли не настолько герметичным, что почти асоциальным. Ну, в смысле, не участвует в политической, социальной жизни. Но оказывается, это не так, он просто по-другому все это говорил. Сейчас выйдет к нам Михаил Деньгин с стихотворением «Война». Война. Мы можем делиться дыханием и голосом, но убийство здесь спаяно в нас, и желаем им тоже делиться. И клады его на земле уменьшаем, лишь уменьшая людей. И глаза, создавая убийцам и умницам, ищут себя. Уровень Бога, и признав его знаки за знаки распада, служат свободе убийцы. А самое для меня постороннее — пятнистая моя хохотушка, дочь моя ничтожная, стенка, Майнкамфова жена, помещенная странно, словно срезанная обложка журнала, возникшая как марля от раны, и как прообраз светлой суши воздушной, опеченной в детстве летним утром открытыми окнами. Ты стала сама по себе, отвердела и стала доступной для касания Бога. И как все материалы, годна среди нас, лишь для развязки событий. Спасибо. Далее мы послушаем музыку Владимира Соколова. Приветствую, дорогие друзья из моих вокзалов. И хочу начать первое музыкальное из музыкальных двух отделений, которое будет состоять из двух коротких сочинений композиторов любимых Геннадия Николаевича. Это Моцарт и Шуберт. Сначала я сыграю адажио из сонаты Моцарта «Фа мажор» и экспромт Шуберта «Ми бемоль минор». Моцарт был близок к Геннадию Николаевичу Айги своим абсолютно чистейшим кристальным лиризмом. То, о чем сейчас было сказано.
не затронутость вот этой вот червоточины мира всего, при всей невероятной общительности и Моцарта, и Айги. Мы знаем стихотворение «Кассация», которое любил читать Айги. Шуберт совершенно другое. Шуберт очень много раз упоминается в поэзии Айги, и мне рассказывал Геннадий Николаевич, как он в музее Вены увидел тумбочку, на которой лежали очки Шуберта, и рядом с тумбочкой стояла кровать, на которой Шуберт спал. Шуберт еще во сне начинал сочинять музыку, и, одевая очки, он сразу лежа записывал свою музыку. Также сочинял стихи и Айги. Поэзия есть сон. Это знаменитое его эссе. И одновременно невероятная трудолюбивость Шуберта, как сказал в одном из интервью Айги, я не был диссидент, я был работант. Поэзия Айги и музыка Моцарта и Шуберта очень близки. Адажио Моцарта и экспромт Шуберта.
теперь прозвучит музыка, вокальная музыка на слова Геннадия Айги. Одно из первых удивительных сочинений на слова Геннадия Айги написала София Азгатовна Губайдуллина, ближайший друг поэта, величайший композитор, наверное, может быть, самый известный сейчас из живущих композиторов. Она родилась в Казани, сейчас живет недалеко от Гамбурга. Это 5 стихотворений под общим названием «Розы» 1972 года сочинения. Розы, как сказал, я лично это слышал от поэта, розы для Айги было синонимом яви. Для меня розы – это явь, сказал Геннадий Николаевич. И не только для него соловей и роза – это поэт, и реальность, которую этот поэт описывает, это одна из самых основных метафор поэзии. И это сочинение уже звучало здесь, в Чебоксарах, в исполнении Лидии Давыдовой. Сейчас розы Губайдуллиной на стихи Геннадия Айги прозвучат в исполнении Елены Золотовой. И Дороги при
исполнил несколько произведений на слова Геннадия Айки, моего собственного сочинения. Это будет 5 небольших вещей из тетради Вероники. Я очень рад, что Вероника присутствует здесь. Вероника здесь. Да, посмотрим. Когда Геннадий Николаевич писал это произведение, я не помню, в каком году, но это и не важно. Вот. И потом прозвучат еще 2 вещи. «Снег», который звучал здесь уже прозаически, и «Верую». Я тут добавлю, здесь просто целый клан Айги. Вот. И хотелось бы начинать с детей или с Галины Борисовны? Нет, давай, пожалуйста, со старших. Галина Борисовна, пожалуйста, покажите всему народу Геннадия Николаевича. Что-нибудь скажите? Чтобы я что-нибудь сказала? Да. Я не участница концерта, я просто счастливый, так сказать, слушатель и зритель. И я счастлива, что Гену, даже не могу сказать, не забывают, а все время помнят. И он все время с нами.
Только вот на таких датах мы собираемся, как-то подчеркиваем нашу память о нем, любовь к нему. И он всегда с нами. Вот. Ваня особая, конечно. Ваня давний друг Геннадия Николаевича. Вот, не только как музыкант, но и как человек. Вот, и, в общем, спасибо большое и всем вам, кто пришли, и всем, кто участвует в этом концерте. Спасибо за спасибо, Тавадова. Константина мы не представили. Геннадьевича, пожалуйста, Константин, встань и покажись народу. Вдруг со страха я забыл имя сестры Константина. Встань, пожалуйста, покажись. Аня. Вот. Сестра Ева Лисина. Айги, пожалуйста. Если кто-то должен быть. Племянник. А ну-ка, я вообще не знаю, где племянник, племянница. Кто это? Вот красавец. Спасибо, что с нами. Спасибо большое. Что, все объявлено уже дальше. Пение и тишина, снова укачивание тебя, песня звуков, нет мыши и небо-проигрыватель. В последней вещи вспоминается Шуберт. И затем снег и Вера.
не говорю я слова, которые никогда не пойму. Все, что тебе я могу говорить, стул, снег, ресницы. И руки мои простые и далекие, и оконные рамы, будто вырезаны из белой бумаги. А там, за ними, около фонарей, кружится снег самого нашего детства. И будет кружиться, пока на земле тебя вспоминаю и с тобой говоря. И эти белые хлопья когда-то увидел я наяву и закрыл глаза. И не могу их открыть. И кружатся белые искры. И остановить их я не могу. И припугла я, как хлеб, как пища, вся даруем раскрытая для неба века с его умом столь мощным, что меняется лишь силами. Спались и пели искали слова, где-то рядом, будто, оттуда, казалось, в тумане сияния мира, жемчугами остались, словами остались, больнее, чем в жизни сиять. Моцарт, божественный, Моцарт, соломинка, циркуль, божественный, лезвие, ветер, бумага, инфаркт, Богородица, ветер, жасмин, операция, ветер, божественный, Моцарт, кассация, ветка, жасмин, операция, ангел, божественный, роза, соломинка, сердце, кассация, Моцарт. От близкого снега цветы на подоконнике странные. Ты улыбнись мне хотя бы за то, что не говорю я слова, которые никогда не пойму. Все, что тебе я могу говорить, стул, снег, ресницы, лампа. И руки мои простые и далекие,
И оконные рамы будто вырезаны из белой бумаги, а там за ними, около фонарей, кружится снег самого нашего детства. И будет кружиться, пока на земле тебя вспоминают и с тобой говорят. И эти белые хлопья когда-то увидел я наяву, и закрыл глаза, и не могу их открыть. И кружатся белые искры, и остановить их я не могу. В тумане сияние Родины, островами остались, жемчугами остались леса, до которых я никогда не добрался. Детское что-то я помню, только плечики в них выступали, белели наклонно к полям, то ли жалобой вдруг ослаблялось движение, скорее печали, чем зримое там на опушке недостижимое. Были такие, я видел столь близко, а скоро был только лишь ветер. Легко я как ветром учился, легко понимать, что уже не вернуться. Спасибо Геннадию Николаевичу. Честно говоря, первая часть закончилась. Теперь мы включаем видео, где Геннадий